Зерафимас хатырску аюзша ашук шатхтала иште хайбан базес ишудес нагластаху хастала ашукс шиц ишанас щодо губзера акшярапа. Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы очень хорошо проинформированы о том, что у нас сложилась тяжелая ситуация в энергетике. Меры, которые предпринимались, должного эффекта не дали. Требуется принятие дополнительных мер. Суть этих мер состоит в следующем. В части, которая имеет отношение к уважаемым депутатам, к парламенту. В понедельник мы будем вносить законопроекты и просили бы вас их поддержать, имеющие отношение к усилению мер ответственности в Кодексе об административных правонарушениях. Там штрафные санкции будут многократно увеличены за деятельность, связанную с незаконной добычей майнинга. Это первое. Там будут предусмотрены меры по конфискации оборудования и дополнительная мера, если это потребуется, если это будет рецидив, это мера уголовной ответственности. Документы поступят к вам в парламент. Это ваша прерогатива. Я хотел бы, чтобы вы это изучили и, не откладывая в долгий ящик, проблему рассмотрели. Силами одного ведомства, Черноморэнерго или Министерства внутренних дел, эту проблему решить не удастся. Здесь нужна слаженная совместная работа. В связи с этим я вас пригласил и просил бы вас в этом плане поддержать. Следующий вопрос. Я собирал руководителей правоохранительных органов, в том числе по этой проблематике. У нас есть ряд проблем в работе правоохранительных органов. Тот орган, который мы с вами создали, контрольная палата, вот есть документ взаимодействия контрольной палаты с Генеральной прокуратурой. За этот период нам 38 материалов передано в Генеральную прокуратуру, в правоохранительные органы. По 38 материалам, по 32 отказан материал, по 6 материалам определенная работа проведена. Ущерб, который нанесен теми, кто занимается противоправной деятельностью, оценивается больше, чем в миллиарды рублей. Ни одного рубля государству не возвращено. В настоящее время ни один человек в местах лишения свободы не находится. Значит, необходимо тоже посмотреть, почему так происходит, и необходимо, я просил бы вас в этом плане поддержать усиленные правовые меры изменения, значит, в некоторые законодательные акты по противодействию коррупции. Это очень важно. Понимаете, это проблема, которая нам очень серьезно мешает. Тут объективный материал есть у вас, вы еще раз все взвесьте, посмотрите. Вот в этом плане тоже я рассчитываю на вашу поддержку. Ряд законопроектов лежит там, надо было бы их посмотреть, может видоизменить, что-то добавить, но это проблема, которая над нами висит, ее надо будет решать. Мы не можем оставить ее без внимания, она такая важная. Вот в этом плане тоже просил бы вас. И еще один вопрос, на который я хотел бы акцентировать, на котором ваше внимание. В 2019 году в парламент был направлен законопроект о противодействии организованной преступности. Он тоже, к сожалению, до сих пор не рассмотрен. Я вас просил бы тоже на этот документ обратить внимание. Тоже не откладывать в долгий ящик. Это то, что от нас ждет наша общественность. Это то, что хотят наши граждане. Принятие справедливого решения, которое поможет нам в борьбе с этим злом. В парламенте Абхазии рассматривался вопрос о принятии закона о декларировании доходов и расходов чиновников и депутатов. В каком-то виде этот закон был принят нашим созывом парламента, хотя общественность и большое количество граждан Абхазии, подписывавшие петиции к парламенту, к президенту о том, что необходимо принять 20-ю статью, хотя, кстати говоря, надо тут же отметить, что некоторые люди путают само понятие 20-й статьи с законом о декларировании доходов. Это, конечно, составная часть этой статьи, но это отдельный закон. И вы знаете, с чем мы столкнулись, что он будет вступать в силу после принятия закона о госслужбе. Значит, я должен сказать, что закон о госслужбе, насколько мне известно, я
4-й год в парламенте, он с прошлого созыва в нынешний перекочевал, точнее перекочевала сама идея закона о госслужбе, и больше ничего нет. Якобы были проекты 1, 2, 3, но есть и объективные сложности, надо прямо сказать, они связаны с финансами, которых нет в стране, чтобы повысить, да, там, заработные платы, скажем так. Там не идет речь о повышении, там надо с точки зрения закона нужно упорядочить систему выплат и определить норму доходов каждого госслужащего. Правильно. Чтобы не было вопросов при том, когда будет рассматриваться вопрос или обвиняться в том или ином деянии, нужно иметь в виду, что у него заработная плата состоит из таких параметров, из таких доплат, из того. Это все должно быть предусмотрено в законе о госслужбе. Правильно. А речь не о повышении зарплаты. И вот вы, высказав о повышении, сразу вводите в заблуждение. Неправильно немножко. Простите, конечно. Хорошо, спасибо вам за уточнение. На мой взгляд, я честно говорю, закон о государственной службе до сих пор особой активности никто не проявляет в его принятии. И по этой причине в частных своих беседах, на встречах с общественностью, с вашим представителем в парламенте, Саидой Рушневной, был такой разговор, что якобы даже тот закон, который мы приняли, там тоже нет понятия, кто такой чиновник, кто госслужащий, как это потом надо разделять, кто должен являться декларантом, кто не должен являться. Чтобы уйти от этого вечного спора, была такая идея, и Саида Рушневна этим занималась. Я вот хочу, чтобы как-то мы это все-таки довели до конца, написать новый проект закона, в котором будут по должности расписаны люди, которые будут являться декларантами. أوسر شفتو علم قص جار زعن اختزنا كون احتزي يتسخز تزي خبز ناس وأوسرها أبين سخياس سرستالا консультация без он найдет телефон я свой там без жаб шагула шасер я ре ачка хайвер дуньезе зерком зерква харачна ачаргониго وبري نبر قلنا حرا يحمشوا حرا حزيائر نحلصوا وصلت وجك حبسش خيط وجك حق نعاود ساس قلنا وس قيانا قد يخا بريسار خشتي في خسرته فشاس حد إزبازر консультация وعزنس شفاش بخير أحساس تخل شراش تأخذ شنو شراش قيانا كو يربن وسو حمشتك خو يغزب تو شجعكو أخا شرش خلا يخا أشتاس أخ إدارة ساتس في ساتس خيط وياك يبا أشوف سنتام تزحون قصلوج بزحون ذاكوان حتى خلا كشتخ ريوان زي حتى خلص أكتر أوس وريالا قد حوس حيتسوينا وعي حري حيكوش حتى حسيتها ويجانا خلا حركة حزام سيد أنا زرت مش لقانا خكيم كان بروجكت حمام حزدرهم يعرفوا مهمال نزل فاتو حيشتو يعرفوا حزك النقران حا زارا كرة شوف إيش كذا أجد خي كاتوني بلاتا تبغى ما تشوفهم يرتفعون يزيجي ياتخو يكتوال ستاركو راح يتحسر حالشو تبيجت ستاركي وبراجي إيه كنت يحمل كي بيعرضنا هيك شعات رعاتنا حوض بشرو. Меня, как все граждан нашей беспокоит ситуация, которая сложилась вокруг энергетики. Просто критическая ситуация. Нужны принимать меры. В чем, вот вы озвучили примерно, в чем я лично очень согласен. Я думаю, что мы все здесь, депутаты и граждане Абхазии, созрели для того, чтобы ужесточить закон против тех, кто игнорирует интересы своего народа, своего государства. Мы должны быстро это сообща. Вы уже подготовили проект, легче уже есть над чем работать. Мы всецело, я думаю, парламент в основном поддержит этот проект. И все другие вопросы, которые вами подняты, в том числе и вопрос бюджета, мы быстро тоже должны решить. Вот, может быть, до конца этого месяца это возможно, если мы сможем прийти к одному общему мнению. Мы тогда предлагали, высказывали такие предложения, чтобы, если не хватает
законодательно закрепить какие-то вещи, и не хватает, и надо ужесточить, давайте предложения, парламент готов. Поэтому сегодня, если эти предложения поступят, я думаю, депутаты все поддержат. Мы ознакомимся, естественно, что такое предложение будет поддержано. Но, тем не менее, хочется сказать еще другую вещь. Хотелось бы понять меру ответственности людей, из-за которых фактически был разрешен этот майнинг. Меру ответственности людей, чиновников в том числе, потому что, как мы помним, на недавнем заседании министр внутренних дел сказал, что чиновники смс-ки пишут, когда мы выезжаем, выключать майнинги. Да? Хотелось бы понять, кто эти чиновники, да, и сейчас нам не надо озвучивать, наверное, список, да, но меру ответственности этих людей, которые взяли на себя такую ответственность, да, хотелось бы их меру ответственности тоже так же понять. Независимо от того, депутаты это, министры это, там, потому что эта ситуация очень сложная, и мы прекрасно понимаем, что это касается и безопасности всего государства в том числе. Мы можем потерять нашу энергетику из-за этого майнинга. Мы прекрасно понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем с майнингом, на самом высоком уровне тогда был старт легализации майнинга фактически. Надеюсь, сейчас на таком же высоком уровне будет от исполнительной власти, что ли, сейчас уже клише такое озвучу, будет помощь в решении вопроса с ремонтом участка, Очегварского участка в линии высоковольтной. В ходе всех наших баталий вокруг бюджета нам и потом в последующих интервью озвучивалось, что за счет средств инвестпрограммы будет это делаться. Видимо, идут переговоры какие-то, нам озвучивал Владимир Валерьевич. Я думаю, что это две совершенно взаимосвязанные темы, то есть запрет майнинга и ремонт обветшавших электросетей, потому что и без майнинга каждая зима у нас фактически бедствие. Сами вы лучше меня знаете, с нарастающим потреблением ежегодным, там, от 5 до 10% энергопотребления. Мы сейчас все то вирусологи, то энергетики, все во всем разбираемся уже, к сожалению. Этот вопрос тоже, учитывая еще, что ГЭС Ингурский приостановил свою работу, требует незамедлительнейшего решения. Собственно, это один из вопросов был, на которых споткнулось принятие бюджета. Мы не услышали внятных мероприятий, запланированных. И как бы понимаете, Аслан Георгиевич, какая складывается ситуация, когда было принято решение о разрешении майнинга, легализации. Видимо, тогда, я не знаю, или не предусматривался такой рост нагрузки, или предусматривался, как-то в воздухе повис вопрос, что делать с самой системой энергетики. Вот и пришли к нерешенной проблеме уже с большими потерями. По энергетике. Я хочу сказать, очень правильно, Аслан Георгиевич, что вы нас собрали. И когда мы, например, на последней сессии озвучивали, мы говорили о том, что у нас две очень большие проблемы. Это в первую очередь, конечно, пандемия, да, здоровье людей. Это очень тяжелая тема. И для нас сейчас она очень актуальна, потому что очень много людей болеет. Естественно, и второй вопрос, это был, конечно, энергетический кризис. И совершенно я согласна со своим коллегой Алхасом Владимировичем в той части, что бюджет в основном спотыкнулся об эту тему. Звонили люди, и звонят по сегодняшний день. Что с электричеством, что со светом, почему так. У нас в Афоне так случилось, что в Гудаутском, не знаю, но во всем Гудаутском районе, у нас в Афоне немного, видимо, стоит этих ферм. Они такой носят локальный характер, видимо. Небольшая нагрузка, да, вот. То в остальных регионах отключается свет постоянно. Конечно, вопрос энергетики надо решать. Я хочу вспомнить наше заседание, которое проходило в стенах парламента, когда мы пригласили тогда Черноморэнерго, пригласили мы Кристину Константиновну, где мы четко сказали, мы вам в помощь, мы рядом с вами встанем, уважаемые, вы нам определите, что вы хотите, определите методы, задачи, то, как вы будете осуществлять контроль, а мы со своей с точки зрения законодательно, мы станем рядом с вами. А все, что вы говорите, принимается, это все, что имеет место быть. Развернуто это еще больше. Итого, профессор Стахов, за то, что вы с таким пониманием к этому вопросу подошли.